Кадрлі балалар, хурматлы укытучылар, ата-әсәләр. Дорогие ученики, уважаемые учителя и родители, от души поздравляю вас с окончанием учебного года. Сегодня мы проводим завершающий в этом году открытый урок. Для нас это был замечательный опыт. Для детей со всей республики открытые уроки провели глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров, знаменитые ученые, педагоги, деятели культуры, спортсмены, журналисты. Уверен, эти занятия были полезны не только детям, но и взрослым. Последние 2 месяца были очень непростыми. Важно, что наши школы научились работать дистанционно, и это неожиданное для всех нас испытание стало хорошим уроком, проверкой на прочность всей системы образования. Более 408 тысяч детей в Башкортостане обучались в онлайн-режиме. За это время мы смогли расширить возможности образования в таком формате, узнать, что действительно волнует детей и преподавателей. Это очень важный и полезный опыт. Интернет-технологии в обучении должны стать одним из основных инструментов в работе наших педагогов. Мы благодарны нашим учителям, которые проявили спокойствие, мудрость, терпение, переходя на цифровые платформы. Но по ходу переучиваясь, осваивая новые технологии. У нас не было много времени на тестирование системы обучения по-новому. Были некоторые трудности, которые мы преодолевали вместе. И молодые учителя, которые в совершенстве владеют цифрой, и опытные педагоги оказались в равных условиях, полностью оправдали свой высокий профессионализм. И этот учебный год мы смогли довести до конца. Хотя регионам дозволялось немного раньше окончить учебный год. Наша республика приняла решение продолжить обучение, и оно оказалось самым верным. Родителям пришлось активно потрудиться вместе с детьми, самим стать педагогами, вместе делать уроки. Все свободное время вы посвящали своим детям и стали больше понимать друг друга. Спасибо вам большое за трудолюбие и ответственное отношение. Надеемся, что в сентябре наши дети смогут пойти в школы. Но мы точно понимаем, что будем развивать онлайн-обучение, особенно в сфере дополнительного образования. В республике много сельских населенных пунктов, где нет домов культуры, школ, училищ. Такой формат будет очень полезен и даст хорошие возможности для творческого развития наших детей. Мы обязательно будем анализировать лучшие практики открытых уроков, интерактивных программ и активно внедрять их в современную школу. Но без личного общения учителя с учеником обучение, конечно, будет неполноценным. Конечно, сама организация дистанционного обучения выявила немало технических сложностей с подключением к интернету отдаленных населенных пунктов, низкой скоростью интернет-соединения. Сейчас наступил важный момент для наших провайдеров. Вместе с ними мы разработаем программу подключения населенных пунктов к высокоскоростному интернету. Для большинства школьников начинаются долгожданные летние каникулы, когда можно будет отдохнуть, набраться сил. А для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, наступает горячая пора. Вы знаете, что ЕГЭ в этом году начнется с 3 июля. Конечно, не просто сохранить прежний ритм подготовки, но надо собраться с силами и сделать последний рывок до заветной цели. Мы верим в вас, в ваш талант, способность преодолевать любые трудности. Обращаюсь ко всем нашим организаторам образования, управленцам, директорам школы и учителям. Понимаю, что у вас в это время должны начаться большие отпуска. Но я прошу всех, кто работает со старшеклассниками, помочь дополнительно подготовить наших детей к экзаменам. Что это дает? Президент страны поручил увеличить в ближайшее время количество бюджетных мест в вузах. И чем больше выпускников рискнут и сдадут ЕГЭ, тем у большего числа наших ребят появится возможность поступить в университет, определить стратегию всей своей жизни. Ради Фаритович уже сказал, но я еще раз акцентирую ваше внимание. Пожалуйста, никаких увеселительных мероприятий, ресторанов. Давайте со всей серьезностью отнесемся к мерам безопасности и к своему здоровью. Мы с вами хорошо потрудились и сохраним здоровье каждого из нас, а также стабильную ситуацию. Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и новых побед.